Приветствую вас всех. Я хочу высказать свое мнение и точку зрения по поводу последних и не последних античеченских высказываний, а также о призывах и публикации ложной и фальсифицированной, искаженной информации. Я определил разные пункты, которые считаю особо важными на сегодняшний день для чеченцев. Так вот, буквально недавно было такое предложение. Один блогер из Украины, Карпенко, предложил даже, что нужно наносить удары дронами по чеченским населенным пунктам. И даже определил цель по мирным жителям. Второй момент. Буквально недавно в городе Грозном загорелась, потом взорвалась автозаправочная станция. Погибли мирные жители. Там дети, там женщины. В общем, мирные жители. И этот человек, о котором я сейчас говорю, показал свою радость в том, что погибли мирные жители. Он сказал, что там заправка затрехсотилась, или задвухсотилась, а те, которые там погибли, затрехсотились. Что я хочу сейчас по этому поводу сказать? Я приведу параллель. Сегодня годовщина, 21 октября. Что произошло в этот день? 21 октября 1999 года российские войска, это преступное государство, нанесла удар ракетами типа «Земля-Земля». И эти удары были нанесены на центральный рынок, на мечеть и родильный дом. А также некоторые ракеты падали в других районах Ичкерии. Вот представьте такую картину. Центральный рынок. Люди туда пришли что-то продавать, другие люди пришли туда что-то купить. И в этот момент там находилось очень много людей. И было убито очень много мирных жителей. Это сотни убитых, сотни также раненых. В этот день в российских СМИ выступил такой журналюга, фамилия его Леонтьев. Он сказал, что такие новости, которые поступают из Грозного, гибель мирных жителей, он это не скрывал, их радуют. Чем больше российские войска будут наносить такие же удары по Ичкерии, по мирным жителям, тем больше шансов, что чеченцы выдадут своих лидеров, своих командиров и остановят сопротивление российским войскам. Это был тот момент, когда еще российские войска не вторглись на территорию нашей республики. И что я хочу этим сказать? Я привожу эту параллель специально. Для меня нет никакой разницы, какова фамилия, какова его национальная принадлежность, куда кому он относится и где он находится. Но я сравню такого человека с таким вот фашистом, с этим Леонтьевым. Кстати, о нем можно много прочитать в интернете. Там вы начитаетесь предостаточно его фашистские высказывания. Например, он говорил, что чтобы остановить народ к стремлению к независимости, к свободе, их нужно жестоко карать, то есть убивать, истязать их, захватывать их земли. Высказал такую мысль по отношению к чеченцам, по отношению к другим народам, которые изъявят желание отойти от России, отгородиться от России. И второй момент. Много чего говорится про кадыровцев. Кадыровцы, кадыровцы, кадыровцы. Это можно часто услышать в средствах массовой информации Украины. Там меньше говорится о российских войсках, но больше говорится о кадыровцах. Я не знаю почему, каковы цели этих людей, которые зациклены на этих кадыровцах. Кто они такие?
Знаете, для чеченцев они предатели. Мы это много раз говорили, мы продолжаем это говорить. Для нас это предатели, которые никоим образом не относятся к нашему народу. Это же самое вы можете сказать по отношению к вашим предателям. Предатели есть в любом народе, они были, они всегда будут. Так вот, мнение чеченца я сейчас выскажу. Наше мнение об этих предателях. Как может человек пойти на службу тем войскам, тому государству, которое веками убивало твой народ? И мы никак не можем смириться с такой мыслью, что чеченец служит Путину, что они там находятся в Украине, находясь в российской армии. И вот мы всегда вас корректируем, и мы говорим, не называйте их чеченцами. Это и не кадыровцы на самом деле, это и не чеченцы тем более. У Кадырова нет своей армии. Этот ушлепок не зависит от себя, от своего окружения или там от количества его там головорезов, войск, в общем. Это русский пехотинец, это путинец. Он это сам открыто говорил. Он говорил, что жизнь отдаст за Путина, если надо. Хотя жизнь отдать можно за Всевышнего, за народ, там, за отца, мать, за своих родных. А он говорит, что хочет отдать жизнь за Путина, то есть за убийцу чеченского народа, за того тирана, который отдал приказ по нанесению удара, о котором я говорил, вот удара тактическими ракетами «Земля-Земля» 21 октября 1999 года, тем более в гибели мирных жителей нашей республики Ичкерия, это сотни тысяч по вине этого Ельцина, Путина. Вот кто для нас эти кадыровцы, он не зависит от себя. Поэтому, когда вы говорите про них, говорите как есть. Это российские войска, это пехотинцы Путина. Вот как надо говорить. Далее, Карпенко там и другие блогеры там говорили, что вот якобы чеченцы нападают толпой, кого-то избивают там или убивают. Нет, чеченцы этого никогда не делали и не делают. Я никогда такого не слышал. Для нас, вот у нас есть такой неписанный кодекс, называется он Нохчалла. Этот неписанный кодекс нам запрещает притеснять слабого, там, убивать слабого, запрещает много чего, что нельзя делать не то, что для чеченца, а вот как человеку, понимаете? Чеченцы, вы должны это прекрасно знать, мы воюем 400 лет против русских оккупантов. И сравните силы. Нас сегодня, скажем, чуть более миллиона, Россия там 140-миллионная, со своей огромной армией, там ядерные запасы, там все виды оружия. У нас не было ничего. То есть практически голыми руками мы сопротивлялись вот этой армаде. Когда молчали вы, когда молчали другие, когда молчал весь мир, когда нас убивали, мы просили руку помощи, мы просили все возможное. Мы не просили, чтобы кто-то приезжал и воевал за нас. Воевать мы умеем, и мы это показали в своей истории. Мы просили вот эту руку помощи. Дайте нам оружие, мы говорили. Но мир проглотил, скажем, закрыл глаза на происходящее тогда в Чеченской республике Ичкерия. Я уверен, вы сами об этом сожалеете,
что вот тогда вы ничего не сделали. Я не обвиняю вас, я с одной стороны могу чуть-чуть понять, но для любого чеченца это обидно. Вот. И сейчас вы понимаете, что еще тогда надо было открыть глаза, что тогда еще надо было остановить этого варвара. Хотя наши лидеры, там, Шахар Дудаев, Аслан Масхадов и командиры всегда вот в своих обращениях, заявлениях всегда вот говорили, что русский оккупант никогда не остановится на чеченцах, они пойдут дальше, там будет Грузия, будет там, если они захотят, Азербайджан, Казахстан, там Украина, Балтийские страны. И вот я повторяю те же самые слова, они никогда не остановятся, никогда. Посмотрите, загляните в историю России, это сплошные трагедии, это войны, это убийства, это притеснение, это захват чужих территорий. Вот что они делали. По поводу, вот о чем я говорю, что чеченцы якобы нападают толпой на слабого. Еще раз повторюсь, никогда не было такого. К примеру, наша борьба. Вы, наверное, наслышаны. Были у нас такие герои, их называли абреками. Абреки — это были те люди, которые в одиночку воевали с системой, воевали там против войск, целой армады, выходили сами в одиночку и воевали. У нас есть такие имена. К примеру, Абрек Зелимхан. Многие годы он воевал против царских войск. Его вынудили выйти на войну со своим ружьем, мстить за свою семью, за своих родных. И он мстил. И позже он был убит из-за того, что какой-то предатель предал его, его убили. Был такой человек, тоже абрек, Хасух, тоже воевал против целой этой системы. И еще раз повторюсь, они воевали против целой армии, и они боялись их. Вот эта царская армия окружала его много раз, вот Абрека Зелимхана, и он выходил из этого окружения, он был настолько мужественным человеком, вот, по рассказам наших старших, он всегда оповещал своего врага. Он говорил, что вот такого-то числа я приеду и сделаю вот это, и там другое, и он это делал. Был человеком слова. Вот такие мы. И что тут говорить? У нас есть и еще фамилии, которых мы можем вот так называть и называть. Ну, скажем, это была половина человека. Байсангур звали его. У него не было глаза, у него не было руки, у него не было ноги, то есть, как я сказал, половина человека. Его привязывали к коню. И вот русские войска дрожали и боялись его. Боялись. Это одиночки, это маленькие группы чеченцев, которые там воевали против русских войск. Говорят, что мы сплоченные, что мы вот можем собраться и напасть на слабого. Еще раз повторюсь, не бывает такого. Да, мы сплоченные. Мы были, есть и будем сплоченными всегда. Каково бы мнение не было у человека, вот у чеченца, где бы оно как бы не сходилось, но мы чеченцы. Мы чеченцы. Мы были сплоченными всегда. К примеру, это нас спасало в самые трудные времена и спасает сегодня. Мы помогаем друг другу. Во время насильственной депортации чеченского народа в Сибирь и Среднюю Азию, вот, мы выжили именно потому, что мы были сплоченными. Мы помогали друг другу. И выжили во время чумы, во время нападений разных захватчиков, там,
Мы воевали против Чингисхана, против Тамерлана, против Русской империи. Именно наша сплоченность помогала нам выжить, сохранить свое имя и свою честь. Я скажу вот еще о сплоченности и о том, что где там чеченцы якобы нападают на слабых. Нет, мы всегда стояли за слабого, помогали. И мы знаем, насколько тяжело и трудно быть слабым, там, который не может ответить тем же, что на тебя направлено. Вот. Ну, мой отец служил в советской армии, дослужил до полковника. Потом, когда уже советская армия начала проливать кровь, вот, литовцев, там, азербайджанцев, ингушей, грузин, вот, вы помните эти годы, начало 90-х, он оставил эту армию, советскую армию, и вернулся на родину, и воевал до конца уже против России, против русской армии. И наносил хорошие удары о его операциях, там, проведенных, придуманных, спланированных, можно говорить и говорить. Так вот, я хочу вернуться в те 80-е годы. Многие помнят, в то время, да и сегодня, сейчас в российской армии, а в то время, в 80-х годах, в советской армии вот, присутствовала дедовщина, то есть, которая ломала вот эту армию на самом деле. Поступил тогда приказ из Москвы, вот, высшим офицерам, командованию. В то время мой отец, Аслан Масхадов, был начальником штаба артиллерийского полка. Это было в Венгрии. Так вот, приказ был такой, чтобы убрать дедовщину из полков, из дивизий. И ни одна дивизия, ни один полк не добился таких результатов, которые добился Аслан Масхадов. А что он сделал? Секрет в чем был? В том, что Аслан Масхадов поставил нескольких там сержантов, там, командирами рот, батальонов, и все. Вот так он решил эту проблему. Так решил эту проблему. Я это к чему? Потому что тут некоторые блогеры говорят, что чеченцы нападают, умеют нападать на слабых, притесняют слабых. Нет. Мы всегда, как волки, воевали или там были в схватке, в борьбе против сильного. Вот такова наша история. Я еще раз повторюсь, я не хотел никого обидеть, оскорбить. Нет. Дело в том, что я еще раз повторяюсь. Кадыровцы — это русские оккупанты. Чеченцы — это чеченцы. Вот. Я не хочу их связывать с своим народом. Что сегодня происходит на территории оккупированной Чеченской Республики Ичкерия? Вы это прекрасно знаете. Сегодня наш народ притесняется. Когда вот эти путинские пехотинцы, там в лице Кадырова и других, когда они захотят, то они убивают или пытают, притесняют мирных жителей. Вот. И вот эти блогеры, о которых я говорю, задают такие вопросы. А почему чеченцы не начинают там революцию или войну или сопротивление? Вот. Вот открыто, вот так и очень просто задают такой вопрос. Почему вот не начинают движение на Кавказе? Да потому что чеченцам ни тогда, ни сегодня не помогал и не помогает ни Запад, там, ни какая-либо другая страна, ни кто-либо вообще из там, государств. Вот почему. Это одна причина. Вторая причина в том, что чеченский народ положил самых лучших своих сыновей, наших героев. Это сотни, это тысячи
которые отдали свои жизни в войне против русских оккупантов. И мы понесли колоссальные, огромные потери. Это за две войны, война Ельцина и война Путина, вот за эти две войны мы понесли огромные потери. 300 тысяч минимум мирных жителей и 40 тысяч детей было убито российскими оккупантами. Это огромные цифры для чеченского народа, который сегодня чуть более превышает 1 миллион. У нас нет таких ресурсов, чтобы начинать какие-либо движения. И человек, который задает такой вопрос, я считаю, что у этого человека нет просто совести. Почитайте историю, покопайтесь в этой истории, посмотрите, что делали чеченцы, через что прошли чеченцы, и скажу таким умникам, наденьте чеченскую обувь и пройдите хотя бы чуточку пути, по которому прошел чеченский народ. Имейте совесть. А так, в целом, позиция наша такова, что мы не хотим, чтобы чеченцев призывали в российскую армию, да, конечно же, чтобы их использовали против других государств, стран в качестве пушечного мяса. И это является причиной тому, что многие чеченцы сегодня покидают Чеченскую республику Ичкерия. Это в основном молодежь, чтобы избежать этой могилизации, путинской могилизации. Я в последнее время очень много видел этих молодых парней и общался с ними, узнавал их мнение, причины. Конечно, мне причина-то ясна. Вот, и узнаю очень много. Люди, приезжая в вот эти страны, другие страны, вот эти чеченцы, они рассказывают очень многое. Очень много. И вот эти чеченцы таки хотят сохранить свои семьи, себя от этого позора, где они могут быть использованы против украинцев, против войны в Украине. Говорите об этом тоже. Не надо обвинять чеченцев в чем-либо. Не надо. Я когда-то общался с мирными жителями в Украине, в Гостомеле и в Буче во время своей поездки. И общаясь, мы там обсуждали разные темы. И знаете, я почувствовал такое понимание. Я ему говорю, я чеченец. Он как бы не отреагировал на это. Он не слушает эту пропаганду, которая вот пытается выставить чеченцев в качестве врагов. Он прекрасно понимает и различает, что это пропаганда, что мы такие же люди, как и вы, как и другие народы. И вот мы с этим человеком, это был человек в возрасте, долго общались на разные темы. Конечно же, про войну в Украине, про войну в Ичкерии, какие жертвы мы понесли тогда, какие жертвы сегодня несет Украина. Мы говорили обо всем этом. И там была схожесть мнений. Вот оставьте вот эту схожесть мнений, не играйте вот чувствами людей, не дотрагивайтесь до чести других людей и тем более народов. Не надо этого делать. Мы ваши соратники, мы, можно сказать, будем идти до конца, мы своего добьемся, но всему свое время. И не забывайте, что на территории Украины сегодня воюют чеченские бойцы, чеченские воины против русских оккупантов. Это не 5 человек, это не 10, это не 15, их много. Это несколько батальонов, также есть отдельные чеченцы, которые входят в ЗСУ,
которые находятся в украинских подразделениях и воюют против русских оккупантов. Я считаю, что вы должны говорить о них, вы должны делать все возможное, чтобы помогать этим людям, помогать во всем, потому что они воюют и за вас, и за нас, за всех нас. Так вот, желаю вам победы, желаю всем победы, потому что победа украинского народа, победа Украины – это наша общая победа.